Yine tiyleşine diýaly mehriban adamlar biz diplomatik dialogumyzyň ilkinji sanyny amala aşyrmak we ýazga geçirmek üçin bugünkü günni ine tiyleşine diýaly Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanndaky idara binasyna geldik. Bu ýerde bolsa biz ilkinji sanymyzda Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanndaky kemişelik utgaşdyrjysy jenap Dmitri Shlopachenko bilen diplomatik dialogumyzy amala aşyryk. Bizim Türkmenistan watanına garaşçylygyny alandan soňra, ýagny 1992-nji ýyldan başlap Birleşen Milletler Guramasynyň dolyk hukukly agzalarynyň bir hökmünde tanalyp, onuň bir näçe konwensiýalaryna goşuldy. Elbetde bugünkü günde bilelikde nähili işler alınıp barlýar. Gelecekdäki maksatlar we meýilnamalar nähili? Ine şular dogrusundaky ähli sowallarymyzy hormatly hemişelik utgaşdyrjy jenap Shlopachenko'nyň özüne berelik. Уважаемый господин Дмитрий Шлопаченко, спасибо вам огромное, что вы нашли время и согласились на интервью. Как мы знаем, сегодняшний день стартует наш новый проект, совместный проект, который будет называться «Дипломатический диалог». И мы бы хотели, что именно в первом выпуске вы были, и мы с вами устроили совместный дипломатический диалог. Еще раз очень благодарим от всей души, и для нас это огромная честь находиться здесь и записывать с вами интервью. Если вы готовы, можем начинать. Дмитрий Шлопаченко, постоянный координатор ООН в Туркменистане с 2022 года. Имеет более 21 года опыта работы в различных подразделениях ООН, включая программу развития и Департамент операций по поддержанию мира. Работал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, а также в Ираке, Косово, Сомали, Таджикистане, Судане и в Вене. Получил степень бакалавра и магистра по международной журналистике в Киевском университете, степень магистра международных отношений в Лондонской школе экономики и доктора наук в области международных отношений в Киевском университете. Конечно, с удовольствием можем начинать. Для меня тоже большая честь, что вы начинаете с постоянного координатора ООН. Для нас это тоже очень важно. Как вы знаете, мы работаем с Туркменпорталом очень тесно. Мы ценим, что вы делаете. И мне кажется, этот проект, он очень интересный. Мне кажется, в какой-то степени здесь есть такой вот пробел, который вы сейчас заполняете вот таким вот проектом. Поэтому, мне кажется, всем будет интересно. Спасибо огромное вам. И, господин Шлопаченко, как мы знаем, вы уже период несколько лет находитесь в Туркменистане. Если я не ошибаюсь, вы начали свою дипломатическую миссию в 2021 году. И могли бы вы рассказать изначально, какие были у вас впечатления, когда первый раз прилетели в Туркменистан, что вас больше всего удивило? Вы знаете, это правда. Я приехал сюда в 2021 году. Я приехал из Нью-Йорка. Я до этого работал в штаб-квартире ООН. И когда я получил назначение на эту должность, и надо отметить, что Туркменистан дал мне такой дипломатический агриман очень-очень быстро. В какой-то степени здесь большая роль бывшего представителя ЮНИСЕФ Кристин Вагеланд, которой я позвонил, и которая сказала мне, что она очень довольна была работой в Туркменистане, очень интересное место, отличное отношение к ООН, и поэтому я думал, я должен приехать, не задумываясь. Ну, я так, собственно, и сделал. И для меня первое открытие это было, насколько красив город Ашхабад. Потому что, конечно, и я абсолютно откровенно это говорю, более чистого, более безопасного, более ухоженного города я никогда в своей жизни не видел. И поэтому, конечно, для меня вот эта вот красота Ашхабада, которая создавалась последние 20 лет, это было, конечно, большим открытием. И мне кажется, что это вот большое и заслуга, конечно, правительства Туркменистана, но в том числе и тех людей, которые занимаются городом. Он становится, я вижу, с каждым днем все краше, поэтому для меня это вот было первое открытие. Второе открытие, и снова-таки я говорю абсолютно откровенно, я никогда не встречал таких вежливых людей, как в Туркменистане. И это абсолютная правда. Я не знал, что ожидать, но это правда, даже если вы звоните, делаете заказ доставки, говорите ли вы с правительством, говорите вы со студентами, люди безумно вежливы. Третье, наверное, что меня поразило, и что об этом тоже не очень многие люди знают, это все-таки очень
насыщенное, интересное культурное наследие Туркменистана. То есть я слышал о туркменских коврах, но я открыл для себя целый пласт туркменской культуры, и это в какой-то степени тоже меня очень сильно поразило. Четвертое, и это уже больше по работе, я был восхищен, насколько хорошие отношения между правительством Туркменистана и ООН здесь. Я, конечно, пытаюсь это отношения только укреплять, но отношения министерств и отношения вице-премьеров, у нас хорошие отношения с правительствами везде, без этого мы, конечно, не можем работать, но я думаю, уровня отношений, как у нас есть в Туркменистане, будет сложно найти. Поэтому это тоже меня в какой-то степени поразило. Меня, я вам скажу честно, очень поразила моя собственная команда. У меня отличная команда, то есть это все профессионалы с большой буквы. И поэтому мне на самом деле очень легко было работать в Туркменистане, потому что команда всячески поддерживала, знала, что нужно сделать, когда сделать, как это все подать. И поэтому моя роль на самом деле была минимальна. Я в какой-то степени был поражен красотой многих мест Туркменистана. Мне сейчас уже прошло 3,5 года, я приехал в июле 2021 года, я побывал во всех вилаятах Туркменистана. Мне было очень приятно, и я люблю путешествовать. Мне было очень интересно поехать в Дарвазу. Я очень был рад побывать в древнем Мерве. Я также ездил в Маргиану, и, конечно, каньоны, горы Туркменистана, они завораживают. Поэтому я получил огромное удовольствие. Мне даже удалось побывать в Малакара. Оно уникально по своим характеристикам, так что, да, я очень рад. И, конечно, есть еще планы до моего отъезда побывать в других местах. Мы тоже очень желаем вам побывать в всех достопримечательностях Туркменистана. Спасибо вам огромное. Мы очень рады услышать от вас такие слова. И, господин Шлопаченко, как мы знаем, в этом году генеральный секретарь Организации Объединенных Наций господин Антонио Гутерреш прибыл в Туркменистан рабочим визитом и встретился с нашим уважаемым президентом Туркменистана Сердар Бердмухамедовым и главой Халк Маслахаты, героем Аркада Гурбангулы Бердмухамедовым. И в этом визите и нам тоже было честью участвовать в открытии нового корпуса зданий ООН в Туркменистане. И расскажите, пожалуйста, об этих мероприятиях, об этих чувствах и, если возможно, как будет в дальнейшем влиять новый корпус, который открылся в Туркменистане, на дела ООН в Туркменистане. Спасибо за этот вопрос. Мне очень приятно говорить о визите генерального секретаря ООН, потому что, конечно, для нас это эпохальный визит. Генсек ООН не приезжает по несколько раз в одну страну, и поэтому для нас это тоже была особая честь. В какой-то степени мы были инициаторами того, что в 2022 году приехала сюда заместитель генерального секретаря Амина Мухаммед. Она была очень под впечатлением визита в Центральную Азию и, в частности, в Туркменистан. Она ездила с одной встречи на другую, но потом, когда она приехала в Нью-Йорк и говорила о этом визите, очень часто всплывала информация о Туркменистане, потому что было много интересных встреч. Нам было очень приятно, что Генсека ООН здесь насколько тепло принимали. Я могу сказать, наверное, с долей ответственности, что такого приема у него не было в других странах Центральной Азии. Конечно, тот факт, что он лично знаком с лидером туркменского народа, это очень важный фактор. И было очевидно, что у них очень длительные, очень теплые, очень хорошие отношения. И поэтому, наверное, это откладывалось на весь визит. Была замечательная встреча с кабинетом министров, на которой я тоже присутствовал. Было несколько встреч, конечно, с героем Аркадагом. Но, естественно, был большой ужин, где мне тоже довелось быть. И, конечно же, атмосфера была непередаваемая. Нам было очень приятно, что правительство передало нам новое здание, была официальная церемония. Церемонию открывал генсек ООН и министр иностранных дел господин Мередов. Это для нас, как в какой-то степени, платформа, чтобы больше работать на благо народа Туркменистана. Для нас очень важно, что сейчас те агентства ООН, которые в принципе думают о том, чтобы открыть свое представительство в Туркменистане, мы можем им сказать «добро пожаловать»,
и скоро у вас будут ваши отдельные кабинеты. Нам не нужно будет ютиться. И, конечно же, это большая заслуга правительства, что оно создает для ООН такие здесь у нас хорошие условия. Мы ожидаем, что и представительство Международной организации торговли, и также, что Организация по продовольствию, UN Habitat, ЮНЕСКО, Офис постоянного Верховного комиссара по правам беженцев, по правам человека откроют маленькие свои отделы здесь с тем, чтобы расти. И поэтому вот это вот количество агентств, конечно, у них тоже будут дополнительные мероприятия, конечно, они будут работать с правительством Туркменистана, и поэтому для нас это очень важно, что у нас будет новое здание, что мы остаемся в том же месте, все уже знают, где здание ООН в Туркменистане, поэтому для нас это в какой-то степени символический шаг, и тот факт, что Генсек ООН во время визита сюда открыл его с уважаемым министром иностранных дел, очень, конечно, важно и символично. Вы, господин Шлопаченко, отметили некие агентства Организации Объединенных Наций. Ну, как мы знаем, ООН включает в себя, в том числе в Туркменистане, некоторые организации, такие как ЮНИСЕФ, UNFPA, UNODC, WHO и так далее. Я не всех перечислил, конечно. Вот можете ли вы рассказать об этих организациях в целом, или, если даже хотите, кратко, и об их деятельности в Туркменистане? Ну, с удовольствием. Вы знаете, по-моему, самое первое представительство в Туркменистане это была организация ВОЗ, то есть Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ и до сих пор работает в Туркменистане, у них очень продуктивная, хорошая работа, мы знаем их многие успехи. Мы помним, что в 2013 году была большая конференция по неинфекционным заболеваниям здесь, которая была на самом деле ключевой на тот момент в Центральной Азии. Конечно, есть амбиции у правительства и, конечно, с нашей поддержкой провести подобную конференцию в последующие годы. Мы над этим работаем. Поэтому ВОЗ остается большим агентством ООН, которое здесь работает. У нас отличный глава ВОЗ Егор Зайцев, который очень хорошо понимает и протоколы ВОЗ, и как работать с правительством, поэтому нам в какой-то степени повезло. Самое большое агентство ООН здесь – это ПРООН. ПРООН работает по многим направлениям, и, естественно, я не могу упомянуть их работу в социально-экономической сфере. Самая большая, наверное, работа, то, что я вижу, это тоже в области изменения климата, здравоохранения. То есть они имеют очень много программ, поэтому они, наверное, самое знаменитое здесь агентство. Возглавляет его Нарине Саакян. Она принесла в ООН огромное количество лет опыта, которое она получила в разных странах, поэтому мы все, конечно же, получаем удовольствие от того, что вот такой вот опыт она направляет на благо работы с людьми и правительством Туркменистана. Агентство ЮНИСЕФ очень активно, их программы по работе с детьми, конечно же, с Министерством образования очень важны. Мне очень понравилось, что они, скажем, несли совместно с министерством в образовательный курс в школах то, как нужно бережно относиться к своей планете. Конечно, сейчас все школьники, благодаря ЮНИСЕФу, имеют лучшую осведомленность о том, как нам нужно спасать нашу планету. Также было принято новое законодательство, что, конечно, очень важно, потому что это показывает, что на самом деле уже это не, скажем так, работа ООН, это больше стало работой правительства, и нам приятно, что мы смогли помочь начать этот процесс. Агентство UNFPA, которое работает по многим аспектам, я бы отметил один, который очень важен для меня, это, конечно, социальная направленность, изменение немножко стереотипов по отношению, в том числе, гендерных. У этого агентства также есть мандат работать над переписью населения. И, скажем, перепись населения, которая была проведена в 2023 году, это вот UNFPA именно стояли у истоков этого и помогали правительству, как это лучше сделать, соответственно, с мировыми лучшими показателями. Есть агентство, которое
ну, скажем, вот МОМ, агентство по миграции. Это агентство одно из самых быстро растущих агентств в системе ООН, поэтому тоже очень хорошо, что они здесь находятся с нами. Ну, остальные агентства, которые не присутствуют в Туркменистане или не имеют своих представительств, они, как правило, работают через мой офис. Ну вот, скажем, несколько недель назад была большая конференция по беженцам. Ее организовал офис по Верховного комиссара по делам беженцев. Они не имеют здесь своих представителей, поэтому мы, конечно же, им помогали. Это был огромный успех правительства Туркменистана, потому что был очень высокий уровень конференции. Со всей Центральной Азии приехали на уровне министра или замминистра. И, конечно же, тот факт, что организация была отменной, это только говорит в пользу того, что Туркменистан может такие конференции проводить. И здесь, естественно, все отметили тот факт, что Туркменистан одна из очень немногих стран мира, где в этом году уже нет людей без гражданства. Это большое достижение. Была специальная кампания, которая была проведена Офисом Верховного комиссара по делам беженцев. Кампания называлась «I Belong». Собственно, началась она, когда нынешний генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш был еще представителем Верховного комиссара, то есть он был Верховным комиссаром. И поэтому для него это было тоже символично, когда он приехал в Туркменистан, ему сказали руководители Туркменистана, что вот мы выходим на то, что у нас не будет людей без гражданства. Ему, конечно, было очень приятно, что он начинал эту программу, и вот он приехал, и она уже вот здесь, в Туркменистане, заканчивается. Ну, есть остальные, конечно, агентства ООН. У нас подписали рамочную программу 19 агентств, я не буду их всех упоминать. Пожалуй, очень важно сказать, что очень активно с нами сейчас работают многие представители, в том числе Верховного комиссара по правам человека. Мы надеемся, что они тоже как бы будут проводить здесь дополнительный ряд программ. Они, скажем, были организаторами вот этого замечательного события в Первом парке, который я вам очень признателен, что вы так красноречиво и хорошо вели. И для нас это событие становится ежегодным. Для нас очень важно то, что люди с ограниченными возможностями имеют такой вот шанс прийти, насладиться их праздником. Вы видели, какие были замечательные представления. И вот это вот факт, что Офис Верховного комиссара по правам человека проводит с нашей, конечно, помощью такие мероприятия, мне кажется, очень позитивно влияет на жизнь этих людей. И нам тоже приятно, что в этом году, как вы видели, приехала заместитель министра иностранных дел госпожа Бяшимова. Мы совместно с ней выступили, и у нас есть планы с правительством, конечно же, только углублять это сотрудничество и делать больше таких мероприятий. Конечно, для людей с ограниченными возможностями это очень важно. Действительно было, одним словом, прекрасный день, и нам было очень полезно и приятно выступать там. И хотел бы вот следующий вопрос задать вам про цели устойчивого развития. Сейчас мы, как знаем, вот это уже глобальная проблема всего человечества и во всем мире. И как вы видите вот успехи Туркменистана в достижении цели устойчивого развития? Вы знаете, это, конечно, главная цель нашей работы здесь. Все страны мира взяли на себя обязательство исполнить и выполнить цели устойчивого развития. Мы выходим на повестку дня 2030, у нас осталось очень мало времени. У нас есть ряд механизмов, которые система ООН создавала совместно с правительством. Вот 13 декабря мы ожидаем, что у нас будет руководящий комитет, где мы будем подводить итоги, что было выполнено. Конечно, в Туркменистане ведется работа. Эта работа успешна, и во многих направлениях я вижу сдвиги, они позитивные сдвиги, мы реально выходим на какие-то новые рубежи. Конечно, у нас есть много аспектов, где нам нужно наши усилия удвоить. Один из, наверное, главных вопросов – это вопрос статистики.
Потому что, конечно, многие показатели целей устойчивого развития, они связаны с индикаторами. Ну, есть остальные также программы, очень интересные для людей с ограниченными возможностями, есть программы по социально-экономическим вопросам. То есть я вижу, что развитие идет. Я очень признателен, что правительство Туркменистана финансирует многие программы ООН. То, что сейчас есть, конечно, находится на хорошем уровне. Спасибо огромное, что так отметили, что более информационно рассказали об этом. И если говорить о цели устойчивого развития, вот сразу возникает такой вопрос, и вот отражение такое излучается. Вот послы как бы ЦУР, молодые послы ЦУР уже сразу приходят в ум. И отметьте, пожалуйста, о вкладе молодежи Туркменистана, и являясь как бы одним из них, одним из послов ЦУР, я бы хотел отметить, что у нас действительно с Организацией Объединенных Наций в Туркменистане, с вашим офисом, более тесные отношения. И у нас есть множество проектов, в которых мы сами как полноценно, полномасштабно участвуем. Расскажите, пожалуйста, о вкладе молодежи Туркменистана в достижении цели устойчивого развития. Я очень рад, что вы задали этот вопрос. Он мне очень близок. И я на самом деле в какой-то степени ощущаю гордость о том, что мы совместно сделали. Потому что я считаю, у Туркменистана великолепная молодежь. У меня было очень много лекций по всем регионам страны с молодежью. И на самом деле эти вот лекции, они в какой-то степени, знаете, заряжают вас энергией. Те вопросы, которые молодые люди ставят, они не шаблонные, они реальные. Это отражает то, как они видят мир, как они хотят в этом мире быть, помочь. И для меня это очень важно, потому что это будущее поколение. Очевидно, что проблемы, которые создавало мое поколение, поколение до меня, они должны будут решаться молодежью. И поэтому очень важно, чтобы с самого начала они понимали, к сожалению, что на них висит груз ответственности, и они готовы были выполнять поставленные задачи. Программа молодых послов ЦУР одна из самых успешных, я считаю, потому что, конечно, послы ЦУР – это те люди, которые смотрят на цели устойчивого развития и доносят эти цели до своих товарищей, до своих друзей. И это очень важно, чтобы они заражали своим энтузиазмом чем более большое количество людей. Поэтому эта программа, когда она началась совместно с Министерством иностранных дел и Министерством экономики и финансов Туркменистана, она наша фактически ключевая программа. Мне очень приятно видеть многих выпускников этой программы, которые на самом деле реально продвинулись. И я надеюсь, что опыт, который они получили, им поможет в будущем. Для нас, конечно, это наше достояние. И тот факт, что вы, скажем, вели вот последнее большое мероприятие и сделали это насколько отлично, только показывает, какой уровень и калибр наших послов ЦУР. Нам было очень приятно, что, скажем, многие молодые послы ЦУР ездили в другие страны на конференции и очень достойно представляли Туркменистан. И это очень важно, что в мире узнают молодых людей из Туркменистана, видят их как людей, молодых людей, собственно, как и из других стран, у которых есть свои какие-то чаяния, какие-то идеи, и они этими идеями делятся. Многие послы ЦУР блистательно владеют английским, что, конечно, очень хорошо, потому что это только показывает, что в Туркменистане есть молодежь, которая насколько продвинута, есть молодежь, которая может как бы доступно, но в то же время очень красноречиво объяснить свои какие-то идеи. И я считаю, что это в какой-то степени тоже визитная карточка Туркменистана. У нас есть много идей, как еще больше привлекать послов ЦУР, потому что, конечно, это важно для послов ЦУР, для их карьеры, для их развития, но также нам очень важно, что все больше и больше людей понимают значимость этой программы и тоже хотят послами ЦУР. С тех пор, как мы начали эту программу, количество людей, которые хотели бы стать молодыми послами ЦУР, увеличилось во много раз.
И это только показывает, что эта программа работает, что молодые люди видят, что у них есть какие-то возможности с этой программой. И, конечно же, они пытаются работать еще более усердно, поэтому для нас это тоже очень важно. Молодежь, вы знаете, одно из ключевых направлений ООН. Генеральный секретарь ООН неоднократно это подчеркивал. И чтобы еще больше убедить всех в значимости, в этом году генеральный секретарь назначил нового специального представителя по молодежи. Этой должности не существовало до этого. И этот представитель, он тоже молод. Это тоже вот признание того, что не обязательно быть увитым сединой, чтобы занимать какие-то большие должности в ООН. Он мыслит как молодой человек, он продвигает интересы молодежи. Мы сейчас работаем над тем, чтобы он приехал сюда, в Туркменистан. Когда это получится, мы еще не знаем, но такие планы есть. У нас было несколько с ним встреч. У него есть много идей, как вовлекать молодежь. И для нас это, конечно, очень важно. Для нас очень важно то, что туркменская молодежь привлекается в разные мероприятия. И для нас очень важно, что она это делает очень ответственно. Для меня лично очень важно поддерживать контакт с молодежью, поэтому лекции в разных институтах, в Ашхабаде, но также в других университетах я с удовольствием это делаю. Вот сейчас буквально к нам приедет региональный директор моего офиса. Мы планируем, что у нее будет лекция в Институте международных отношений. Она приезжала к нам 2 года назад, у нее тогда была лекция там же. По регламенту она должна была закончиться через час, мы ушли через 2 часа, что только показывает, насколько было интересно вопросы-ответы, дебаты, и это очень важно. Ну, скажем, в прошлом году совместно с Офисом по превентивной дипломатии мы и американским посольством мы делали модель ООН, когда мы привезли сюда студентов из разных вузов Центральной Азии. И мне кажется, было очень интересно увидеть, как вот молодые люди Туркменистана со своими сверстниками общаются, как они находят общие темы. И, конечно, в этом я вижу как бы и дальнейшую возможность нашей работы. Знаете, у нас есть еще одна очень интересная инициатива для молодежи. В 2022 году мы предложили правительству Туркменистана что-то, что система ООН здесь никогда не делала. Сделать тренинг для молодых дипломатов по азам, как работать с ООН и что такое ООН. Где мы рассказали им, как ООН смотрит на ведение переговоров, какая есть техника ведения переговоров, как смотреть на экономику в системе ООН, права человека, как выступать публично, как объяснить кому-то, что такое культурное наследие. То есть мы пытались, скажем, все вот основные основы, постулаты ООН объяснить в доступной форме. Ну и мы не хотели, чтобы это были просто лекции. Мы делали это очень интерактивно, то есть в какой-то степени после того, как мы объяснили, скажем, как ООН ведет переговоры, мы разбивали участников на группы, они вели тоже переговоры, у них были задания и так далее. Это прошло на ура. Нам было очень приятно, что замминистра иностранных дел господин Хажиев, который сейчас посол Туркменистана в Женеве при ООН, он приходил на многие из этих тренингов, он открывал и закрывал вместе с нами. И то есть было очевидно, что это что-то новое, но очень полезное. И сейчас есть инициатива, чтобы собрать со всей Центральной Азии, с каждого из государств Центральной Азии по 5 молодых дипломатов, привести их в Ашхабад. И вот мы бы провели такой же тренинг. У нас в Ашхабаде был 8 дней, мы сделаем это, наверное, 5 дней. И для нас это очень важно, потому что, ну, во-первых, это было бы хорошо, они бы увидели прекрасный город Ашхабад, ознакомились с культурой Ашхабада, с очень хорошей, скажем, вот мне нравится очень туркменская еда, узнали культурные какие-то традиции. Но еще очень важно, конечно, то, что они узнают какие-то аспекты о работе ООН, это какие-то, в принципе, такие практические навыки, ну, скажем, как вы ведете переговоры, вы тоже можете это экстраполировать на бытовой уровень.
как вы, скажем, договариваетесь со своим другом, со своими родителями, преподавателями и так далее. То есть есть какая-то техника, которую вы можете перенять. Да? Но еще важный аспект в том, что это на практике будет создавать вот такую, знаете, систему обмена. И то есть молодые дипломаты узнают один другого. Если мы сможем это сделать регулярным, скажем, на годовой основе, то через 5 лет 125 молодых дипломатов будут знать один другого. Да. И тогда, конечно, это реально, мне нужен какой-то вопрос, но я знаю вас в Киргизстане, я вам позвоню и скажу, слушайте, как вот это вот вы видите? И таким образом это будет неформальный обмен, который как бы всем поможет. Поэтому я надеюсь, у нас это получится. Даже планы есть привести 5 постоянных координаторов ООН, с тем, чтобы каждый из нас взял на себя один модуль. Кто-то там расскажет о экономике, кто-то о культуре, о правах человека, этикете, протоколе и так далее. И мне кажется, таким образом мы тоже внесем какой-то свой вклад, как вот молодежь на таком высоком уровне дипломатическом тоже будет между собой как бы общаться и узнавать что-то новое. Так что идей, как вы видите, много. Надеюсь, многие из них мы сможем реализовать. Было прекрасно, мы тоже очень ожидаем, что вы в скорых временах это реализуете. И, господин Шлапаченко, как мы знаем, сейчас с ООН вместе с Туркменистаном есть международные и совместные грандиозные проекты. Например, я бы хотел перечислить, недавно вот прошли предложение Туркменистана, Организации Объединенных Наций, спортивные игры ООН. И после этого тоже 2025 год был объявлен годом мира и доверия по инициативе Туркменистана тоже. И в следующем году мы ожидаем международные мероприятия вместе с ООН и Туркменистаном. Вы правильно заметили, абсолютно, планов очень много. Тот факт, что по инициативе Туркменистана, которую поддержало более 90 стран, следующий год был объявлен годом мира и доверия, конечно, для вашей страны это большой успех. Как вы знаете, в этом году правительство Туркменистана и ООН создали стратегический совет. Этот совет на самом деле очень важен, потому что на нем присутствуют 4 вице-премьера со стороны Туркменистана, 7 министров, конечно же, все агентства ООН представлены на самом высоком уровне. И этот стратегический совет для себя как бы, наверное, главная его цель – это обсуждение таких вот стратегических больших вопросов и как мы, Туркменистан и ООН, можем работать и двигаться вместе. И вот один из вопросов, который мы обсуждали на этом совете в этом году, это вот как раз следующий год, год мира и доверия. У нас есть план мероприятий. Мы надеемся, что следующее заседание этого совета будет в декабре. И там мы утвердим совместный план, где система ООН обязуется помогать правительству Туркменистана в проведении многих таких вот подобных мероприятий. То, что такие мероприятия есть, они очень насыщенные, интересные, это факт. И, конечно же, система ООН не может находиться в стороне от этого, для нас очень важно, потому что, конечно, ситуация в мире, как вы видите, очень сложная, и поэтому это вклад Туркменистана в то, что нам нужно пытаться объединять народы, конечно, объединять на справедливой основе. Статут ООН – это тот основополагающий документ, на основе которого мы должны двигаться вперед. И вот эта вот четкая позиция Туркменистана, которая очень четко совпадает с позицией ООН. Генеральный секретарь ООН это все тоже оценил во время и своего визита. И, как вы знаете, когда правительство Туркменистана организовало инвестиционный форум в начале сентября, где было объявлено о том, что правительство начинает ряд очень больших, я бы сказал, гигантских проектов в Афганистане. Вы знаете, туда входит и строительство дорог, и газопровод, который будет проведен в город Герат. Огромное вложение. И Генсек ООН написал приветственное письмо, где он указал, что это очень важная инициатива. Как я это вижу, эта инициатива тоже вписывается в общую палитру того, что мы можем достигнуть, когда государства пытаются найти общий язык. И поэтому я с большим энтузиазмом смотрю на то, что произойдет в 2025 году и что мы сможем провести.
Конечно же, 300-летие величайшего поэта, мыслителя, писателя Махтум Кулы Ифраги для всех нас было особенным. В мае, как вы знаете, было много мероприятий. Я и многие мои коллеги из ООН участвовали во многих из них. Для меня эта поэзия тоже не рядовая. Я с удовольствием перечитал какие-то произведения, они сложные, но конечно, для туркменского народа это глыба. И поэтому я очень рад, что был и саммит президентов, и планируются многие события в следующем году. Вы знаете, в штаб-квартире ЮНЕСКО тоже был особенный прием, посвященный Махтум Кули. Мне довелось быть в Париже в это время, поэтому я видел и выставку великолепных произведений искусства Туркменистана, и как собственно, происходило чтение его поэзии. Так что все это очень хорошо. Мы на этом не останавливаемся. У нас есть планы продолжить. В следующем году мы рассчитываем, что программа по метану будет очень сильно продвигаться. И мне кажется, для международного престижа Туркменистана это будет очень важно. Мы планируем несколько больших конференций. В том числе, вы знаете, что в следующем году будет много эпохальных дат, и даты, связанные с основанием ООН, и с 30 лет нейтралитета Туркменистана. Поэтому в следующем году будет тоже много событий, связанных с этим. Конечно же, ООН будет работать очень тесно с правительством Туркменистана. Мы рассчитываем, что будет еще больше мероприятий для молодежи. Мы рассчитываем также, что будет больше мероприятий для людей с ограниченными возможностями. И, конечно же, заранее рассчитываем на вашу помощь в этом. Так что планы, конечно, есть. Их много. Мы ожидаем, что в следующем году мы подпишем с правительством рамочную программу на 26-30 годы, которая определят основные направления работы ООН и правительства. Поэтому следующий год будет очень насыщенным, очень важным, очень сложным, но я рассчитываю на то, что у нас будет много успехов. Вы абсолютно правы и абсолютно прекрасно отметили, что между странами, между нациями нужен обязательно диалог. И, как говорит наш национальный лидер туркменского народа, уважаемый Аркада, глава Халк Маслахаты, диалог – это гарантия мира. Вот как вы смотрите на это? В диалоге всегда вы можете узнать для себя более четкую позицию другого. Очень часто мы работаем на стереотипах, и диалог помогает избавиться от этого, потому что тогда вы получаете прямой ответ. Поэтому, конечно, этот девиз, который, собственно, представил Туркменистан, он будет оставаться актуальным еще многие десятилетия. Позиция ООН всегда очень четкая, что только через диалог мы можем находить решение проблем. Поэтому для нас, знаете, в системе ООН, скажем, в организации ЮНЕСКО, вот впервые они изобрели этот термин «культура мира». И она напрямую связана с диалогом. То есть культура мира предполагает, что человек должен через культуру, через свое собственное наследие находить какие-то варианты решения проблемы. И для нас тоже очень важно, что, скажем, у нас идет работа с ЮНЕСКО. Мы считаем, что у Туркменистана идеальная позиция в мире через культурные связи тоже наладить диалог цивилизации в какой-то степени. Снова-таки, культура Туркменистана, она в какой-то степени построена на том, что мы уважаем другие культуры, мы готовы стать мостиком между развитием разных культур. Это тоже очень важно. И таким образом, мне кажется, очень хорошо, что Туркменистан проецирует вот это вот на регион, даже в какой-то степени на мировые показатели. Это очень важно, потому что, конечно, знаете, через культуру намного легче понимать других людей. Да. Поэтому я считаю, что диалог, он может идти на разных уровнях, и на уровне культурного диалога, и на уровне диалога по экономике, по промышленности, по развитию. Это все будет составлять одну целостность того, что мы будем продвигаться дальше и как-то решать мирным путем наши все проблемы. И снова-таки пример Туркменистана, который за годы своего существования
не имел вооруженных конфликтов ни с одним государством. Мне кажется, это тоже уникально. Если вы посмотрите, стабильность Туркменистана одна из самых высоких в регионе. И Туркменистан пытается все это решить посредством диалога. То есть Туркменистан показывает своим собственным примером, что то, что мы предлагаем как девиз для этого года, это то, что мы выполняем. Поэтому здесь, мне кажется, поэтому и остальные страны поддерживают такие начинания, потому что они видят, что Туркменистан своим примером показывает то же, что и он предлагает. Вы знаете, система ООН работает очень тесно с правительством Туркменистана, поэтому для нас в какой-то степени мы смотрим на политику через призму наших отношений. Наши отношения развиваются давно уже в очень таком стратегическом ключе. Поэтому, конечно же, если говорить о политике как внутренней политике, о том, какие инициативы Туркменистана проводятся здесь и как участвуют в этих инициативах ООН, то, конечно же, мы очень тесно связаны. Система ООН, я упоминал уже социальных работников, есть много других примеров в образовании, в работе с людьми с ограниченными возможностями, в продвижении климата. То есть здесь политика Туркменистана и поддержка этой политики ООН, она где-то идет на одной стезе. На внешней арене есть много очень хороших гуманитарных тоже инициатив Туркменистана, связанных с ее внешней политикой, которую он, конечно же, поддерживает. Туркменистан отправлял гуманитарный груз во многие страны. И эти инициативы Туркменистана, особенно в Генеральной Ассамблее ООН, конечно же, мы всячески это поддерживаем. Туркменистан очень часто очень позитивно реагирует на многие инициативы Генерального секретаря ООН, что нам очень отрадно видеть. Нам также очень приятно, что у Туркменистана постоянно появляются новые какие-то инициативы. Очень часто мы советуемся с правительством, как лучше ту или инициативу лучше продвинуть, на какой площадке. И, скажем, UN Habitat сейчас работает над большим проектом в городе Аркадаг. И мы видим это снова-таки как часть политики, внутренней политики Туркменистана, как развивать первый смарт-город в Центральной Азии. И нам очень приятно, что система ООН тоже в это вовлекается. Скажем, UN Habitat приехал сюда, и мы под крылом UN Habitat сделали миссию остальных агентств ООН. И то есть 4 агентства ООН сделали оценку города Аркадаг, предоставили свои какие-то проекты, и сейчас правительство смотрит над тем, как эти советы воплотить в жизнь. Для нас это тоже важно, то есть таким образом мы вовлекаемся в то, как правительство создает, скажем, новую политику по отношению к городу Аркадаг, и есть планы, вы знаете, сделать еще один смарт-город, и мне приятно, что тоже наше агентство будет в это вовлекаться. Спасибо вам огромное, господин Шлопаченко. От всей души вы очень подробно рассказали о будущих планах, программах, проектах и об инициативах. Мы искренне желаем вам всего самого хорошего, наилучшего, и чтобы эти проекты и планы уже не были проектами и планами, а были реализованы. Спасибо вам огромное. И под конец позвольте мне от имени нашего веб-сайта Туркменпортал предоставить вам подарок, если возможно. Жест очень хороший, спасибо, мне очень приятно. И спасибо, что вы начали интервью с меня. Как вы знаете, мы очень высоко ценим то, что делает Туркменпортал, поэтому еще раз вам большое спасибо. Спасибо вам тоже огромное. И желаем вам и вашей команде, как вы говорили, всего самого прекрасного, наилучшего. И будем ожидать от вас, от вашей команды и от вашего офиса и разных хороших новостей и продвижения дальнейшего. Спасибо вам. Спасибо вам тоже.